Добрый день, меня зовут Анель, и я рада приветствовать вас на нашем курсе FinBoss, разработанном при поддержке корпоративного фонда КМФ Демел в сотрудничестве с бизнес-инкубатором МОСТ. Тема сегодняшнего занятия – фондовый рынок. Понятие, которое я попытаюсь объяснить вам простыми словами. Представьте, что вы заходите в магазин, а там на полках вместо молока и печенья лежат компании Google, Amazon, Facebook. Такой магазин существует на самом деле и называется он фондовая биржа. Как можно купить целые компании, спросите вы? Вот как раз сегодня мы с вами разберем, как можно стать совладельцем той или иной компании. Давайте представим Amazon в виде пиццы. Компания Amazon выпустила акции. Акция – это ценная бумага, которая подтверждает, удостоверяет права владельца этой ценной бумаги на определенную долю в компании. Например, Джефф Безос, крупный акционер Amazon, он владеет 10% Amazon. Есть еще миллионы, которые владеют остальными долями. У кого-то больше, у кого-то меньше. Точно так же любой из вас может стать совладельцем, акционером Amazon. Значит, вы хотите сказать то, что я могу стать владельцем доли в Диснее? Да, совершенно верно, просто купив акцию Диснея. Когда мы заходим с вами в наш магазин «Фондовый рынок», мы покупаем не компании, а мы покупаем ценные бумаги, которые выпустила эта компания. И тем самым мы становимся владельцами доли в этой компании на определенный процент, смотря сколько акций мы приобрели. Ценные бумаги – это финансовый документ, который дает ее владельцу определенные права. Какие права зависят от вида ценной бумаги? Самые популярные ценные бумаги – это акции и облигации. Давайте представим на минуточку, что… Тамерлан, давай ты будешь Google. Пойдем, проходи. Да, вот это Google. И Google решает вывести на рынок новый какой-то продукт. Но прежде чем вывести на рынок продукт, нужно, во-первых, его написать, протестировать, да, объяснить всем пользователям, зачем нужен этот продукт. А для этого нужны деньги. Конечно, Google может использовать свои собственные деньги, ведь он достаточно богат. Но он решает сделать по-другому, он хочет привлечь чужие деньги. Итак, акционерами будут Тима, Макс и Богдан. Везет вам! Так, что вы можете мне предложить? Я могу предложить взять кредиты под процент небольшой, чтобы когда мы получим прибыль, этот кредит мы смогли погасить. Нет, много платить придется. Да, переплачивать эти же деньги, возвращать больше. Может быть, деньги в долг взять? Это что? То же самое, что... Нет, но мы не будем переплачивать, мы только вернем то, что мы взяли. Так, кто нам будет давать долг под 0%? Хороший Вот день. именно. Можем у людей взять. Ну, кто будет давать под 0%? А давайте выпустим акции. Вполне неплохо, можно хорошенько подзаработать. Да. Да, неплохо. Да. Но доля компании может сократиться в случае, если акции вырастут. Вот как раз-таки мы пришли к вопросу, что такое акция. Акция – ценная бумага, которую Google может выпустить с тем, чтобы привлечь дополнительные деньги. Акция – это документ, который удостоверяет, что у ее держателя есть определенная доля в этой компании. Компания, которая выпустила акции, это эмитент. Выпуск акций – это и есть эмиссия. То есть каждый желающий может стать владельцем, акционером любой компании, будь то Google, Amazon или Facebook. Облигация – это такая долговая расписка, это ценная бумага, которая подтверждает, что компания, да, Google, например, взяла у тебя, Болжан, какие-то деньги в долг, и на этой ценной бумаге написано, что эта компания взяла у тебя там $100 в долг и обязуется вернуть в определенный срок с вознаграждением. Такое вознаграждение по облигации называется купон. Почему выгоднее, чем кредит? Потому что обычно ставка по облигациям, она ниже, намного ниже, чем кредит. В среднем это 6-8%. Облигации выпускают не только компании, облигации выпускают города и даже страны. Облигации считаются наименее рискованным инструментом по сравнению с акциями. Как вы считаете, почему?
допустим, если компания обанкротится, то ее акции, соответственно, тоже перестанут существовать и, соответственно, будут стоить копейки. Но облигации, можно сказать, это как кредит. То есть вы дали компании кредит, а не купили у нее акции. То есть если упадут акции, то, соответственно, и ваша доля упадет. Но если упадут акции, на долг это никак не повлияет. Это все равно, что если обанкротится магазин, то если вам продавщица задолжала какую-то сумму денег, этот долг никуда не исчезнет. Акции отличаются от облигаций тем, что акции могут упасть. И как бы, если они упали, компания никак не виновата. У тебя было 60 акций, и их стоимость составляла 100 тысяч евро. А то, что они стали 100 евро, это как бы не проблема компании, это твои личные проблемы. Но облигация это как бы расписка от компании, это денежный долг, который никак не может поменяться. Да, правильно. Поэтому облигации считаются менее рискованным инструментом. Как вы думаете, почему людям и компаниям интересно покупать акции других компаний? Чтобы больше заработать. Так. Покупая и перепродавая акции, можно получать большой доход. Или, например, покупая акции из других стран, то свой доход можно перевести в доллары. И, допустим, депозит в нашей стране по доллару составляет 1%. В то время как ты можешь получить гораздо более выгодные проценты, покупая акции иностранных компаний. Так, отлично. Спасибо большое. Насколько я знаю, по акциям можно получить дивиденды. Мой отец 2 года назад купил акции какой-то компании и получал дивиденды. Дивиденды – это доходы, которые компания заработала за год. И в конце года также собирается собрание акционеров, и они решают, куда эти доходы использовать. Что-то могут направить на новые проекты на развитие бизнеса, а часть могут раздать в качестве дивидендов своим акционерам. Чем больше ты хочешь заработать, тем больше ты должен быть готов рисковать. Кроме того, что ценные бумаги можно покупать по одной стоимости и продавать по другой стоимости, по акциям можно получать дивиденды. Самые успешные инвесторы покупают ценные бумаги на долгосрочной основе. И они не продают и покупают их все время, они держат их в своем портфеле долгое время и получают по ним дивиденды. Про стратегии богатых инвесторов мы отдельно поговорим на следующем занятии. А правда говорят, что чем больше доходов, то и больше риск их потерять? Да, ты абсолютно права. Стоимость акций может как вырасти, так и упасть. Все зависит от деятельности компании, от состояния экономики и от многих других факторов. Больший доход менее надежен по причине того, что больший доход ты получаешь, когда инвестируешь в маленькие компании. Маленькие компании, как известно, растут гораздо быстрее, чем большие компании. Но у них гораздо больше шанс разориться, чем у больших компаний. Большие компании надежные, и они работают уже десятки лет. И у них идет стабильный прирост, пусть в 2-3%. Но у маленьких компаний небольшой срок. Они работают 5 лет, но каждый год их капитализация растет в 2-3 раза. Но при этом эти компании ненадежны. И прежде чем инвестировать в ценные бумаги, нужно тщательно проанализировать те компании, с которыми ты хочешь взаимодействовать. Нужно знать рынок, понимать, куда движется экономика, в общем, быть в теме. Если вам интересна тема ценные бумаги и как на этом зарабатывать, нужно стать немножко Тони Старком. Изучать тему, исследовать, читать специальную литературу, постоянно развиваться. Анель, а как можно купить эти акции и ценные бумаги? Конечно, вы не можете прийти в офис Google, постучаться в дверь и сказать, а где тут ценными бумагами торгуют? Для этого существует специальный магазин «Фондовая биржа». Как происходит торговля ценными бумагами на фондовой бирже? Есть эмитент, это компания, которая выпускает ценные бумаги. Эмитент. Есть мы, это инвесторы, да, мы хотим инвестировать в ценные бумаги. Но между эмитентом и инвестором есть брокер. Это та специализированная компания, которая помогает осуществлять эти операции. Вы заключаете с брокером договор на брокерское обслуживание, открываете счет, кладете деньги и далее все операции по вашему поручению уже исполняет брокер.
Сейчас почти у всех биржевых брокеров есть приложение, и вы можете покупать или продавать ценные бумаги через это приложение. Самое главное, прежде чем заключать с брокером договор и открывать счет, проверьте, у каждого брокера должна быть лицензия. Итак, вы находите брокера, открываете счет, кладете деньги и теперь можете спокойно торговать ценными бумагами. Конечно, прежде всего изучив рынок, что вы хотите купить и почему. Кстати, многие брокерские компании проводят специальные курсы, где можно обучиться основам торговли ценными бумагами и даже открыть демо-счет и поторговать. Поэтому, если вам нет еще 18 лет, у вас есть еще время подготовиться к этому особенному виду деятельности на финансовом рынке. Надеюсь, вам понятно, как работает фондовый рынок, что такое акции и облигации, и вы захотите освоить этот сложный финансовый инструмент. До встречи на следующем занятии. Пока!